В мирное время информация значит многое, а во время Великой Отечественной войны вовремя добытая и переданная информация спасала тысячи жизней. А тот, кто занимался ее передачей, брал на себя огромную ответственность. С вами Андрей Максимов, и мы начинаем изучение истории в табличках. Несмотря на то, что Уфа в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу, здесь жили и работали, воевали и погибали настоящие герои. Об этом нам напоминают мемориальные доски, которые и расскажут нам свои истории. Уфимский главпочтамт находится в центре Уфы по адресу Ленина, 28. Сейчас через это здание проходят миллионы писем и посылок. А в годы Великой Отечественной войны здесь размещался Народный комиссариат связи СССР, о чем и гласит мемориальная доска. Мемориальная доска на здании главпочтамта Уфы была установлена в 1980 году. Гласит она, что в годы Великой Отечественной войны здесь находился Народный комиссариат связи СССР. Помимо него в этом здании располагалась еще и радиостанция Коминтерна, которая вела антифашистские передачи на иностранных языках. Уфа была выбрана неспроста. Город глубокого тыла, на пересечении Европы и Азии, на стыке северных и южных районов. Город связующий, удобный для развертывания приемно-передающего центра, объединяющего все существовавшие на тот момент в стране системы связи. Коминтерн расшифровывается как «Коммунистический интернационал». Это международная организация, которая объединяла коммунистические партии различных стран. Эвакуирован в Уфу из Москвы исполком Коминтерна 22 октября 1941 года. Заседали коминтерновцы в Доме пионеров. А вот в здании главпочтампа расположилась радиостудия Коминтерна, откуда к 1943 году велись антифашистские радиопередачи на 18 языках. Гитлеровское командование, оно очень тщательно искала вот эту радиостудию, потому что начинались передачи всегда «Говорит Москва», а на самом деле передачи велись вот отсюда. И очень многие терялись догадки, где, в Самаре или в Уфе или где-то. Даже есть такая историческая справка, что даже самолеты сюда залетали, вражеские, в поисках вот этой радиостанции. Потому что она очень мешала Гитлеру самому, и он давал неоднократно указания найти и уничтожить. Изначально Уфа должна была стать дублирующим узлом связи. Но когда фашисты подошли к Москве вплотную, радиостанцию окончательно решили эвакуировать в Уфу. Что надо было изменить в этом здании, чтобы оно подходило под Коминтерн? Во-первых, нужно было решить, где поставить радиомачты. Потому что здесь город, здесь радиомачты не поставить, а они были высотой почти 200 с лишним метров. Поэтому было принято решение поставить их подальше. Для того, чтобы подвести туда сигнал от этой радиостудии, уже здание они наметили, потому что здесь все виды связи были сосредоточены, в том числе и радио. Поэтому за одну ночь практически выкопали траншею вот отсюда и до вот этих радиомачт за одну ночь и подвели кабель. Ну, соответственно, было мощное оборудование, специально завезено все из Москвы. Оно было по тем временам уникальное. И не только не знали, где находится радиостудия, люди, которые отвечали за это, но и мы местные, как бы вот здесь, которые люди были, рассказывали, что они тоже не знали, что здесь был в свое время радиостудия исполком Коминтерна. Потому что лазутчиков много, шпионов много было, поэтому очень тщательно ее здесь скрывали. И на сегодняшний день все как бы специалисты рассказывают, что это было настолько уникальное оборудование, мощное, что в те времена в Советском Союзе нигде такого не было. Вы говорите то, что мачты были очень большими. Как их удавалось скрывать? Но они не скрывались. В общем-то, их можно было увидеть хоть с воздуха, хоть так. Но никто не знал, что это такое. Ну, разбомбили мачты. Ну, вторые мачты поставили бы. То есть нашли способ. Потому что, когда было принято решение в 1941 году уже в конце, и в 1942 году уже начали делать, это очень маленький промежуток для того, чтобы делать реконструкцию, завести и поставить оборудование. Это не так просто. И все нужно было скрытно делать. Почему я говорю, что за одну ночь прокопали? И никто не заметил, что кто-то кабель чего-то проложил тут.
Жители города знали, что главпочтамт стал первым высотным зданием в Уфе, что здесь же появились первые городские часы и первый лифт. Но никто не знал, что каждое окно на 5-м этаже – это была отдельная комната радиостудии, где ежедневно готовились сотни передач. А что располагалось вот в этом кабинете? Радиостудия исполкома Коминтерна, откуда вели они передачи, оно, конечно, у нас соединяет порядка 3 комнат. Каждое окно – это была комната, были перегородки. Ну, соответственно, сама радиостудия, она шумопоглощающей была оборудована. И рядом была комната ихнего отдыха, потому что их было здесь около 15 человек. Каждый должен был, было время, и каждый должен был выступить. То есть, по сути, этот кабинет и был самым главным у этой радиостудии, да? Практически да. Они по 20 часов в сутки работали. Поэтому где вот они, допустим, могли отдохнуть, в штабе, где у них штаб был, вот где сейчас авиационный техникум, они практически туда уходили только вот немножко, может быть, передохнуть, а потом обратно возвращались сюда. Передвижение, конечно, у них было все скрытное, все отвозили, привозили, но они были все время в работе. Сейчас это зал заседаний, это зал видеоконференции, это зал для общения с прессой, для общения со своими почтамтами, которые находятся на отдалении. Мы всем, кто здесь бывает, мы рассказываем о том, что вы находитесь не просто в зале заседаний, а в зале, где когда-то была радиостудия исполкома Коминтерна. Воевать плечом к плечу со своими товарищами сложно. А еще сложнее вести свою войну в тылу врага. Николай Иванович Кузнецов – легенда разведки. Об этом нам рассказывает вот эта мемориальная доска. Установлена эта памятная доска на улице Проспект Октября на доме под номером 111. Известно, что Николай Кузнецов никогда не жил в Уфе, но за его заслуги перед Отечеством в нашем городе решили назвать улицу в его честь. С дома, где висит мемориальная доска, начинается эта улица. Соединяет она проспект Октября и улицу Блюхера. Николай Иванович Кузнецов – советский разведчик и партизан. За время войны сменил несколько личностей и стал героем Советского Союза. Николай Иванович Кузнецов никогда не был в Уфе. Но почему именно ему решили установить мемориальную доску по адресу проспект Октября, 111? Во-первых, Николай Иванович Кузнецов, он герой не только, скажем, Свердловской области, где он родился. Николай Иванович Кузнецов герой всеобщий, советский, всеобщий. Здесь проживала его сестра. Этим фактом заинтересовались наши поисковики, создали школьный музей. Ребята в течение многих поколений изучали боевую разведывательную деятельность Николая Ивановича Кузнецова и собрали большое количество материалов. Таким образом, мы Николая Ивановича Кузнецова можем вправе считать его своим земляком. Во время Великой Отечественной войны была сформирована особая группа для работы в тылу немецкой армии. В нее и был зачислен Николай Кузнецов. За время войны Николай Иванович сменил несколько личностей. Пауль Вильгельм Зиберт, Петров, Николай Грачев. Работал в тылу врага на оккупированных территориях и добывал ценную информацию. Какую роль играли разведчики, и в том числе Николай Иванович Кузнецов, в Великой Отечественной войне? Разведчики не только во время Великой Отечественной, всегда играли важнейшую роль в организации боевых действий. В данном случае Николай Иванович Кузнецов находился в глубоком тылу врага на территории Западной Украины. Николай Иванович Кузнецов инженер по образованию. Он работал на одном из московских предприятий инженером. Теперь, включившись в разведывательную деятельность, был брошен в район города Ровно на Западной Украине и находился там в форме
немецкого офицера. Он вращался, кипел среди немецких офицеров. Такой высокий, стройный, красивый, удивительно красивый. Он привлекал всеобщее внимание. И он не вызывал никаких подозрений. В это время он собирал много информационной базы. Разведка, добывая сведения о противнике, является одним из важнейших видов боевого обеспечения, направленного на предотвращение внезапного нападения противника, снижению эффективности его ударов. Николай Иванович Кузнецов лично похитил, уничтожил 3 немецких генералов. Мало того, он 4-го генерала, командира объединенных отрядов карателей, ликвидировал лично. К сожалению, всему приходит конец. Николай Иванович Кузнецов был разоблачен и был окружен во время возвращения с операции. Бендеровцы его окружили и намеревались схватить лично. В этот момент он извлек из сумки гранату. При близком приближении фашистов, бендеровцев, взорвал и себя, и вот этих врагов. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это выражение верно во все времена. Но в военное время информация значит больше, ведь она спасает жизни. Об этом нам рассказали таблички, и мы этого не забудем.